Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если меня хорошо слышно, отметьте, пожалуйста, это все в чате. Спасибо. Немножечко проблемы с видео, поэтому я попробую с вами пообщаться в таком режиме. Итак, сегодня у нас консультация очередная про речевые нарушения и когда можно обращаться и нужно обращаться к логопеду. Ну, в первую очередь, естественно, хочу остановиться на вопросе, который очень часто задают, чем отличаются между собой логопед, дефектолог, психолог, и почему их нужно различать, и вообще, если отправляют ребенка, допустим, на консультацию, то почему нужно именно ко всем попасть, и чем вообще различие между этими специалистами. Ну, понятное дело, что психолог – это человек, который занимается психологической стороной развития ребенка, всеми психологическими процессами, психологией, то есть развитием основных процессов внимания, память, восприятие и так далее. Логопед и дефектолог, да, немножко схожи между собой. В свое время в учреждениях образования высшего звена дефектолог, соответственно, приравнивался к логопеду. Впоследствии их поделили, и нужно понимать, что дефектолог занимается более обширным развитием ребенка, то есть он может в некотором случае заменять и психолога, потому что он занимается, опять же таки, и вниманием, и контролем поведения и так далее. Вот. Логопед занимается в основном всеми речевыми направлениями, которые вообще у нас существуют. То есть это не только постановка звука, не только исправление звуковых нарушений, но и всеобщее развитие речи не только у детей, но и у взрослых. Поэтому логопед в первую очередь занимается, естественно, различными нарушениями речевого развития, не только звукового, но и развития в целом. Различные речевые расстройства, заикание, отсутствие речи, различные нарушения при, допустим, заболеваниях таких как аденоиды, да, либо это заячья губа, то есть, либо это волчья пасть. То есть при различных сложных нарушениях логопед помогает речевому развитию и становлению речи вообще. Также логопед занимается при задержке речевого развития, при задержке психоречевого развития, ну и так далее. Помощь дефектолога требуется совместно с логопедом и сурдопедагогом при условии, если у ребенка проблемы со слухом, это слабослышащие, тугоухость, глухота и так далее. Дефектолог, тифлопедагог и логопед требуется, допустим, если у ребенка проблемы со зрением или слепой ребенок. Дефектолог, психолог и различные узкие специалисты. Понятно, что вот в этой уже стороне не обязательно требуется логопед, это синдром дефицита внимания, СДВГ, как мы знаем, да, такой уже очень часто распространенный. При раннем детском аутизме, где всесторонний дефицит социального общения и взаимодействия связан с нарушением развития именно головного мозга. При умственной отсталости, при ДЦП и так далее. Безусловно, такие специалисты должны различаться между собой и быть в понимании у родителей, что логопед – это не только постановка звука, но и всеобщее речевое развитие ребенка, то есть всестороннее развитие. Если ребенок младший школьник, то понятно, что здесь уже идет помощь и в письме, и чтении, и так далее. Дальше я постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые уже были заранее, поступили к нам.
Я попробую на них в течение нашего консультационного часа ответить. Если мы что-то не успеем разобрать, или возникнут какие-то вопросы дополнительно, вы всегда сможете написать нам, либо позвонить, и я постараюсь вам ответить уже в индивидуальном порядке, если возникнут такие вот, необходимые вопросы. Итак, первое. Когда же все-таки стоит обращаться к логопеду? Ну, как мы уже говорили, что нужно понимать, что если у ребенка возникают проблемы с речевым развитием, если у ребенка возникают проблемы с произношением звуков, то в таком случае, безусловно, нужно показаться специалисту, который так и называется логопед. Также стоит обратить внимание, что у ребенка к 1,5 годам должны быть уже первые слова. Если такового нету, то, безусловно, это первые звоночки, когда любому родителю уже стоит все-таки обратиться и показаться к специалисту, понимая, что мало ли какие проблемы возникли, и, может быть, это физиологическое такое вот состояние ребенка, который спровоцировал там какое-то психоэмоциональное состояние, испуг или еще что-то. Либо это действительно какое-то заболевание, на которое уже стоит реагировать, и чем быстрее, чем раньше, тем, конечно же, будет лучше. Отсутствие речи – это, безусловно, главный звонок, да, когда нужно уже просто спешить к специалистам, дабы выяснить основную причину, и чтобы специалисты могли уже работать с ребенком, составив специализированную программу для ребенка и совместно с родителями уже работать в необходимом направлении. Если же у малыша, допустим, к 4 годам возникают проблемы со звукопроизношением, то тогда, безусловно, нужно сходить к специалисту. Тоже, да, показаться, посмотреть и понимать. Также, что если у ребенка до 4 лет развивается речь, он говорит, он активно с вами общается, то здесь, безусловно, как бы спешить не стоит, нужно подождать как минимум до 4 лет, потому что все-таки физиологическое становление речи идет до 5 лет, и самые сложные звуки, такие как Л, Р, они, конечно же, встают гораздо позже, чем все остальные. Поэтому здесь, если только у ребенка проблемы с произношением звуков, тогда уже, да, мы идем к специалисту. Если до этого как бы ребенок нормально развивается в речевом отношении, то, безусловно, здесь логопед не особо требуется. Дальше. Хотелось бы еще сказать вот о чем. Многие родители задают вопрос, когда приходят к нам, к специалистам и спрашивают, а что такое вообще логопедический диагноз, что он из себя представляет, и вообще вот нам поставили такое вот непонятное название, и как на него реагировать. Ну, вот сегодня я немножечко расскажу об этом, и как бы если потребуется, конечно, мы немножечко углубимся, поэтому можете писать свои вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну, например, очень часто ставят диагноз такой, как дислалия. Дислалия – это самый простой, самый легкий диагноз, скажем так, логопедический. То есть это нарушение произношения звуков при условии, что ребенок нормально развивается, у него хорошо развит слух, физиологический, и он прекрасно слышит. Если у него нормальная, скажем так, иннервация, то есть нервные окончания артикуляционного аппарата в норме, все хорошо, все в порядке, но ребенок просто не выговаривает звук или звуки какой-то одной группы, например, все свистящие или все шипящие, или несколько разных групп, но это тогда уже сложная дислалия, но в принципе это не столь проблематично как бы для ребенка. По происхождению этих нарушений они могут быть как физиологическими, то есть, ну, вот такова физиология у ребенка, так становятся звуки, либо функциональные в силу того, что ребенок еще не созрел, либо органические, но это в случае, если у ребенка, допустим,
там крупные губы, да, мясистый язык, там с зубками какие-то проблемы, там короткая уздечка и так далее. В таком случае ставится диагноз дислалия. Если дизартрия, то это уже нарушение произношения звуков, которое провоцирует органическое нарушение. То есть при поражениях нервной системы. У взрослых такое нарушение не вызывает распада речевой системы, но у детей может все-таки спровоцировать общее недоразвитие речи. Поэтому если невролог обратил внимание на то, что у вас какие-то проблемы, не задерживайтесь, не сидите дома, не игнорируйте то, что вам говорит специалист, а сходите, посоветуйтесь со специалистами, логопедами и дефектологами. Возможно, действительно какие-то проблемы, и чем раньше их начать решать, тем будет гораздо лучше. Следующий диагноз, который достаточно сложный, редко встречается, но бывает, это заикание. Это нарушение темпа ритмической части речи, которое проявляется в частом повторении или растягивании единиц речи. Это звуки, слоги, слова, а также нерешительностью и частыми остановками в процессе речевой деятельности. Когда проявляется заикание, безусловно, нужно сразу же обращаться к логопеду, обращаться к неврологу с ребенком, дабы это решить и установить на первых этапах, чтобы был более реальный шанс того, что ребенка можно вывести из этого состояния и в итоге как минимум привести к минимуму какие-то сложные последствия данного заболевания. Расстройство речи, следующее, значит, это расстройство речи, которое спровоцировано нарушением слуха. То есть у детей с проблемами слуха возникают различные аспекты нарушения речи. Это и произношение звуков плохое, это и запас слов маленький достаточно, это и грамматический строй страдает, так как у ребенка отсутствует полноценное восприятие речи и окружающих нас слух звуков. То есть здесь нужно смотреть, что если у вас стоит такой под вопросом, вам нужно обязательно обратиться к сурдологу, который проверит физиологический слух, насколько ребенок хорошо слышит. Если это связано с восприятием звуков на слух, то у вас будет стоять диагноз у ребенка фонетико-фонематическое нарушение ФФНР или ФНР. Далее, алалия. Алалия – это недоразвитие или полное отсутствие речи у детей. Сейчас, кстати, в последнее время участились такие случаи, и поэтому мы, как логопеды, бьем тревогу и обращаем большое внимание родителей, что если у вас ребенок не говорит к 2 годам, вы должны уже бежать, спешите торопиться. Если ребенок в 1,5 года у вас не лепечет, нет лепетных звуков, нет первых простых слов, то это уже серьезный повод над тем, чтобы задуматься, дабы обратиться к специалистам, чтобы с ребенком полноценно начали заниматься. Афазия. Что такое афазия? Афазия чаще всего, безусловно, ставится как диагноз у людей, у которых был инсульт, либо была тяжелая черепно-мозговая травма. Афазия – это отсутствие или нарушение речи, уже сформировавшейся когда-то. То есть это может развиваться не только при инсультах, не только при черепно-мозговых травмах, которые ребенок тоже может получить. И, к сожалению, в настоящее время инсульты очень сильно помолодели. Но также могут возникать при опухолях, кровоизлияниях и различных других поражениях речевых отделов коры головного мозга. Различные виды нарушений зависят от того, какой участок речевой в головном мозге был поражен. Поэтому афазии бывают различного вида. Это и динамическая, и сенсорная, и так далее. То есть их достаточно много, подробно мы на них не будем останавливаться, но стоит обратить внимание на такие нарушения. Логопед тоже с этим работает. Дальше, если у ребенка неправильный прикус, то есть либо нижняя челюсть вперед выступает, либо верхняя челюсть, то в этом случае тоже могут возникать различные речевые проблемы,
с произношением, правильным произношением звуков, в связи с чем ребенок может неправильно впоследствии и писать, и читать, поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Ну, про риноалалии я уже затронула вопрос немножечко раньше. При риноалалиях, безусловно, страдает звукопроизношение в связи с тем, что ребенок не может правильно дышать. То есть у него нет правильного речевого дыхания в период, когда мы произносим любой звук, звук произносится на выдохе ртом. Когда у ребенка идет перекрытие воздушной струи, ребенок не может правильно произнести, поэтому у него в основном все звуки идут через нос, и на это стоит обращать внимание. А риноалалия чаще всего, как бы сейчас в последнее время, проявляется у детей с аденоидом. Таких деток очень много, на это стоит обратить внимание. Далее. При задержке речевого развития, то есть ЗРР, когда пишут деткам, нужно понимать, что это задержка речевого развития. Проявляется это в медленном освоении языковых норм, негативно влияет на развитие психических процессов и может быть связано с минимальной мозговой дисфункцией, либо с тугоухостью, либо с социальными факторами, такими как педагогическая запущенность, либо гиперопека. Поэтому стоит обратить на это особое внимание, и если у вас стоит такой диагноз, то не стоит паниковать, не стоит возмущаться и ругаться со специалистом, который вам выставил такой диагноз, а обязательно стоит заниматься с ребенком, потому что чем раньше, еще раз повторюсь, чем раньше мы начинаем занятия, тем качественнее происходит выход из данного состояния, из данного диагноза, тем больше ребенок усваивает, тем, конечно же, более качественно происходит подготовка ребенка к школе, и он, безусловно, тогда может идти уже в нормальную школу и нормально будет учиться. Так, ну вот следующий вопрос. Какой вопрос еще у нас часто поступает? Могут ли родители сами исправлять различные нарушения речи у ребенка? То есть если родитель вдруг увидел, что у ребенка что-то, проблемы какие-то, очень многие часто думают, что они могут решить этот вопрос самостоятельно. Дело в том, что мы как специалисты далеко не приветствуем такую самодеятельность, скажем так. Почему? Потому что родители не всегда могут определить все проблемы и самостоятельно составить необходимую программу коррекционной работы своего ребенка. То есть если ребенок не произносит какие-то звуки, то, безусловно, нужно обязательно показаться специалисту и не заниматься самостоятельным, как говорят, самолечением. То есть ни к чему хорошему это не приведет. Возможно, у вашего ребенка не просто неправильное, да, звукопроизношение. Может быть, есть какие-то глубинные нарушения, которые вы на первый взгляд можете не увидеть, не услышать и не разобрать. Поэтому все-таки стоит такие вещи решать совместно со специалистом. При этом нужно понимать, что как бы, если вы обратитесь к логопеду, то не обязательно вы будете жить у логопеда, как многие говорят, вот мы сейчас пойдем, и мы там будем жить, постоянно ходить. Нет. Логопед составит с вами конкретную программу коррекционную ребенку, покажет вам, как правильно проводить упражнения, как их правильно произносить звуки, то есть научит вас с каким-то элементом, который вы будете дома выполнять, и потом вы будете приходить просто на контроль. То есть при всем при этом в обязательном порядке все-таки стоит обратить внимание на то, что все такие вещи нужно делать совместно со специалистом и не заниматься самодеятельностью, дабы не нанести урон ребенку, не сделать еще хуже. Далее, следующий вопрос. Ну вот к следующему вопросу, как бы я почитала, посмотрела, очень много как бы таких вопросов возникает. Очень часто у нас родители приходят и говорят:
Моему ребенку уже 4 года, там 3 года, 4 года, а он у нас не выговаривает Л или Р. И вот мне это очень не нравится. Уже вот у соседа говорит, а у нас не говорит и так далее. Ну вот для того, чтобы не быть голословным, я вот покажу вам слайд специальный, да, на котором изображена поэтапность формирования всех звуков у ребенка в определенный возрастной период. И как мы видим из таблички, то как раз вот эти самые сложные звуки, которые Л, Р и Ре, они формируются самыми последними, потому что это самые сложные, самые тяжелые звуки в произношении. Здесь уже должна пройти определенная подготовка артикуляционного аппарата, то есть за весь этот период от 0 до 4 лет ребенок, общаясь с вами, балякая, да, там, где-то балуясь язычком, готовит свой артикуляционный аппарат для произношения более сложных, тяжелых звуков в речи. Поэтому не стоит как бы паниковать, когда ребенок в 3 года у вас не произносит ЛР и не говорит правильно там рыба или рука. Поэтому стоит обратить внимание в первую очередь, конечно же, на то, что как он вообще общается с вами, насколько у него большой активный словарь, насколько у него большой пассивный словарь, насколько хорошо ребенок у вас слышит звуки, воспринимает их, и насколько хорошо он с вами общается, умеет ли строить предложения, а какие они, короткие или длинные, сложные, простые и так далее, а какие слова используют, либо только простые, либо уже в речи используют достаточно более сложные слова, многосложные. Если ребенок достаточно хорошо развит в речевом отношении, то беспокоиться за каких-то 2-3 звука в 3-4 года абсолютно не стоит. Полностью речь у детей формируется, ну, полностью звуковое, да, формируется у детей где-то примерно годам к 5-6. В настоящее время, конечно, с нашими детьми, которые детки у нас более, скажем так, продвинуты в электронном отношении, да, которые у нас более такие не концентрированы на внимании, поэтому сейчас в настоящее время логопеды все-таки сдвигают немножечко вот эти все все эти этапы формирования звуков у ребенка немножечко на поздний срок, и мы уже смотрим примерно где-то с 5 до 7 лет постановку более сложных звуков. Поэтому если ребенку 3 или 4 года, еще раз говорю, что не стоит беспокоиться, что у него нет каких-то звуков. Стоит немножечко подождать все-таки, и если, ну, вдруг возникнет проблема, то тогда придете уже к специалисту. Если все остальное в порядке, то, конечно, беспокоиться не надо. Единственное, что можем посоветовать, то, безусловно, заниматься самой простой артикуляционной гимнастикой с ребенком, больше читать, больше общаться. Так, следующий вопрос. У ребенка поставили короткую уздечку. Может ли она повлиять на развитие речи и нужно ли нам хирургическое вмешательство? Ну, что такое короткая уздечка? Короткая уздечка – это, если вот вы поднимете язычок наверх за зубы, то под ним можно увидеть такую тоненькую кожаную ниточку. Да? Это и есть уздечка. Если вот эта вот уздечка короткая, то, естественно, она не дает язычку дотянуться наверх до зубов, не дает хорошо двигаться языку, не дает ему подниматься. Из-за этого, конечно, возникают проблемы с некоторыми звуками, но, однако, не стоит все-таки спешить к хирургическому вмешательству. Есть достаточно большое количество разнообразных упражнений, которые помогут просто ее растянуть. Вот если уже когда нет возможности действительно и ничего не помогает, тогда уже, да, можно идти к специалисту в стоматологическую клинику,
где ребеночку подрежут уздечку, язычок будет подниматься гораздо лучше. Но еще раз хочу все-таки как бы предостеречь родителей, что это все-таки хирургическое вмешательство, это все-таки психологический стресс для ребенка. И стоит подумать, что надо ли именно хирургическое вмешательство. Если есть возможность, да, подольше, да, посложнее, потому что это и внимание нужно уделять ребенку, и посидеть с ним, и позаниматься с ним. Но есть возможность все-таки обойтись без каких-либо вмешательств. Дальше. Следующий вопрос, который как бы тоже очень часто возникает, и к нам обращаются часто с такими вопросами. Скажите, пожалуйста, вот у моего дяди там или тети, или у кого-то там, да, инсульт, и вот нам сказали, что нужен логопед. Но, насколько я знаю, логопед – это все-таки детский специалист, детский врач. Ну, сразу хочу сказать, что логопед – это не только детский врач, это не только специалист для детей. Если у человека произошел инсульт или черепно-мозговая травма, как я уже говорила в самом начале, логопед занимается восстановлением речи человека, который утратил либо часть, либо полностью речь. В этом случае, безусловно, логопед вам просто необходим, поскольку он может заниматься. Да, это будет в рамках, допустим, как многие взрослые говорят, что он со мной занимается как с ребенком. Но как раз вот эти вот основы, базы, которые дают правильное произношение речевое, которые помогают мышцам заново работать, которые помогают правильно сформировать артикуляционный уклад заново человеку, который это все утратил. Этим, безусловно, занимается логопед. Он поэтапно, постепенно распишет всю программу занятий и поможет человеку, у которого возникли такие серьезные проблемы, восстановиться с речью. Но, безусловно, здесь в первую очередь должно быть желание самого человека и время. То есть не упущенное время, а время, чем раньше логопед начинает заниматься с человеком, перенесшим инсульт или черепно-мозговую травму, тем выше результаты, тем качественнее проходит работа. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Но это безусловно, что это относится ко всем, и к деткам, и ко взрослым. То есть чем раньше мы замечаем проблему, чем раньше мы с ней начинаем работать, тем быстрее, тем качественнее происходит восстановление, либо постановка речи, ну и так далее. Тем быстрее, допустим, человек выходит из состояния, которое его заставляет чувствовать себя некомфортно. То есть понятно, да, что логопед – это не только для ребенка, но и для взрослых. Мы работаем, логопеды работают и с людьми после инсульта. Безусловно, это более сложная работа, это более тяжелая работа, это более длительная работа. Не стоит здесь как бы надеяться на чудо, что логопед там какой-то сверхспециалист, который вам в 2 счета поставит речь. Нет. Здесь идет качественная, долгая работа, очень сложная, тяжелая, но она приводит к хорошим результатам. Поэтому чем раньше, тем лучше. Так, дальше. Вопрос от родителей поступил. Скажите, пожалуйста, ребенок часто очень путает, неправильно пишет буквы. Ну вот, если ребенок забывает, путает или неправильно пишет буквы, то здесь, понятно, нужно идти к специалисту. Если ребенок умеет правильно показать свое правое ухо, левую ногу, складывать картинки, фрагменты с картинок и так далее,
то это нарушение является как следствие недоразвития анализа и синтеза речевого. Но в таком случае, если ребенок просто путает, да, и пишет буквы не в ту сторону, путает расположение элементов букв и так далее, то это следствие несформированности пространственных представлений. А в любом случае, здесь, конечно же, вам помогут игры для развития пространственных представлений и зрительного восприятия. Это самые элементарные танграммы, пифагоры, сложи квадраты, различные конструкторы. То есть, ну, все то, что ребенку помогает сориентироваться в пространстве и сориентироваться на листе бумаги. Обычные элементарные задания, диктанты, да, по клеточкам, когда пишут. Бывает, что ребенок, допустим, путает совершенно не похожие по написанию буквы. То здесь, конечно же, причиной плохое различие соответствующих звуков на слух. При всем при этом у ребенка физический слух может быть абсолютно нормальный, но вот фонематически, как я уже говорила, да, может быть нарушен. А вот чтобы получше научить ребенка запоминать буквы, рекомендуются различные приемы. Допустим, взрослый пишет трудную букву, большого размера, там ее там крупную какую-то, двойную, тройную, чтобы у ребенка была возможность не просто ее обвести, но еще раскрасить, заштриховать, нарисовать в ней горошек, все что угодно. То есть ту букву, которую необходимо ребенку запомнить, и запомнить ее в том виде, как ее нужно писать. Да? Дальше. Можно лепить из пластилина, можно лепить из соленого теста эти буквы. Можно выкладывать из бусин, из гороха, из фасоли. Можно насыпать в какую-нибудь емкость песка или крупы и писать пальцем эту букву уже в этой емкости. Вырезать буквы, допустим, вы напишите, ребенок будет их вырезать. Написание широким жестом этих букв в воздухе. Сравнивать буквы по элементам. Допустим, этот выглядит так буква, а эта буква выглядит иначе. Давай их сравним, посмотрим, а что она тебе напоминает, а почему и так далее. А ребенку главное запомнить вид этой буквы, как он выглядит на самом деле. Ну и так далее. То есть достаточно много различных игр, ну и, естественно, игры на фонематическое восприятие. То есть это элементарные игры, как вот, допустим, в детском саду очень часто детки играют «Угадай, кто тебя позвал», да? Или «Угадай, а кто так сказал», или «А это шум чего?». То есть, ну, какие-то шумовые, да, представлять ребенку. Либо за ширмой спрятать несколько баночек с различными шумовыми изображениями. То есть, ну, например, в баночке вода, в баночке песочек, в баночке, там, допустим, пуговки. И позвучать, да, чтобы ребенок угадал, а что это звучит. То есть вот это и есть слуховое восприятие. Потом можно туда же отнести какие-то элементы музыкальные, потом какие-то, допустим, звуковые элементы по типу там мяуканье, гавканье и так далее. А потом уже можете произносить буквы, то есть как ребенок их воспринимает на слух, но закрыв, естественно, ну, нижнюю часть лица листом там или бумагой, ну, чем-то прикрыть, чтобы ребенок не видел, что вы произносите, чтобы он только слышал. Так, далее. У ребенка аденоиды. Что нам делать? И нужно ли нам при этом ходить к логопеду? Нам их рекомендуют удалить. Нужно ли нам это и что стоит делать? Ну, при такой ситуации, конечно же, тут решение принимают об удалении только родители. Но, как говорят сами специалисты, в некоторых случаях могут и перерасти. То есть если они не причиняют каких-то больших неприятностей, да, и если они ребенку не затрудняют полное дыхание, конечно, тогда, в принципе, можно еще понаблюдаться, посмотреть. А вообще, аденоиды являются постоянным источником воспаления и ослабляют иммунитет у ребенка.
а при этом обязательно нарушается физиологическое дыхание, потому что они перекрывают ход воздуха, воздушной струи. Далее у ребенка при этом нарушается неправильный тип дыхания, меняет работу тонкого, меняет работу речевидательных мышц. Это ведет к недостаточной силе вдоха, выдоха и так далее. То есть нарушается речевое дыхание у ребенка. Естественно, аденоиды могут разрастаться в сторону слуховых проходов и влияют на слух ребенка. Поэтому, в принципе, как бы есть и положительные результаты при лечении аденоидов безоперабельно. Но здесь, конечно же, как бы советовать, что удалять аденоиды или нет, мы не можем. Мы можем только посоветовать обратиться к специалисту, позаниматься со специалистом, что в период, допустим, даже лечения, все-таки работа со специалистом и постановка правильного речевого дыхания, звукового восприятия, она никогда не помешает, а наоборот ребенку поможет даже при выходе из состояния аденоидов, допустим, если вы не будете делать операцию, либо вы ее проведете, и потом нужно будет в любом случае восстанавливать речь и речевое дыхание. Дальше очень интересный вопрос, который нам часто очень задают, это вот мы ходим к логопеду, сколько времени нам нужно будет ходить при исправлении звуков? Ну, мы всегда так отвечаем на наш этот любимый, скажем так, вопрос, что это всегда все индивидуально. Каждый ребенок, он уникален, он индивидуален. И какому-то ребенку требуется всего лишь 4-5 занятий для того, чтобы звук встал. Кому-то требуется гораздо больше времени. Бывает, детки занимаются годами. Почему? Потому что вот такая физиология у ребенка. То есть он очень сложный, очень тяжело, он очень медленно входит в эту систему. То есть для него это достаточно сложный процесс, очень тяжелый процесс. Я всегда это сравниваю со спортзалом, когда у нас приходят родители и говорят, мне нужно вот, чтобы у ребенка срочно был вот такой вот звук, и долго ли мы будем к вам ходить. Я всегда отвечаю, допустим, маме или папе, говорю, а если вам осталось 2 месяца до отпуска, вы в спортзале сможете быстро восстановить свою форму, как вы были бы, допустим, несколько лет назад, дабы быть идеалом? Ну и тут сразу задумываются, почему? Потому что язык – это мышцы, это мышечная система. И, безусловно, если у вас мышцы не работали, если они привыкли работать в одном и том же направлении, понятное дело, для того, чтобы они правильно заработали, чтобы они начали вставать так, как это необходимо, чтобы язычок поднимался так, как надо, чтобы он сворачивался в разные трубочки, чашечки и так далее, это требует больших усилий от ребенка, это требует большого времени, это требует усидчивости, требует большого внимания. Все дети разные. Кто-то более усидчивый, кто-то более активный. И для него, естественно, период становления звуков будет гораздо длиннее, чем у обычного стандартного ребенка. Поэтому здесь, естественно, все индивидуально. У кого-то звуки встают быстро, у кого-то они долго. Если это более сложные звуки, безусловно, здесь работа гораздо сложнее, гораздо длиннее, поэтому здесь только терпение от родителей и труд самого ребенка, внимание, труд и так далее. Еще очень часто бывает, вот мы ходили к одному логопеду, она с нами там целый год занималась, у нас тут вот ерунда, мы от нее ушли, мы пошли к другому, и она нам за 2 буквально занятия поставила все звуки. Да, безусловно, но не стоит забывать, что перед этим была проделана титаническая работа предыдущего специалиста, который занимался с вашим ребенком, который ежедневно, ежечасно занимался, который давал правильные советы, который показывал, рассказывал, который давал ребенку
все необходимые знания для того, чтобы эти звуки у него появились. Поэтому не стоит как бы говорить о том, что вот один логопед хороший, второй плохой. Нет. Вы когда пришли к другому логопеду, вы уже имели хорошую базу, хорошую основу для того, чтобы ребенок у вас заговорил. Иногда требуется достаточно большой период времени для какого-то одного звука, и потом небольшой перерыв, так сказать, мини-отдых, недельный, может быть двухнедельный, для того, чтобы ребенок это осознал, ощутил, немножечко выдохнул, как говорим, и по новой начал заниматься. И буквально вот несколько дней тогда становится звук. То есть бывает и такая ситуация. Поэтому всегда стоит обращать внимание на такие вещи и никогда не хаять друг друга, не говорить, что один лучше, другой хуже и так далее. Так, что еще хочется сказать? Хочется обратить внимание, конечно, наших родителей, что в настоящее время, конечно же, работа любого специалиста очень затруднена, потому что наши детки очень много времени проводят с гаджетами. У них абсолютно другой тип внимания. Они совершенно по-другому сейчас воспринимают мир, нежели родители, и тем более бабушки и дедушки. Поэтому стоит обратить внимание на то, что состояние эмоционально-волевой сферы у ребенка на данный момент у многих детей развито намного хуже, чем у предыдущего поколения. Поэтому у детей, так сказать, гиперактивное состояние. Они очень быстро забывают полученную информацию. Им нужна очень быстрая смена картинок и так далее. А логопедическая работа требует совершенно иного направления, совершенно иного подхода. Поэтому в этой ситуации все-таки стоит обратить на это внимание, как бы, да, и не кричать на детей, да, не обижать и так далее. Ну, вот, в принципе, на этом, наверное, все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете задать. Если вопросы возникли чисто индивидуального порядка, можете позвонить по телефону горячей линии, мы на ваши вопросы ответим. Либо можете написать для меня в интернете, в ВК. Я получу ваш запрос и индивидуально отвечу на любые поставленные вопросы, которые вас будут интересовать. Все, на этом все. Спасибо. Всего доброго.